Ассаламу алейкум! В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем вам сегодня. Возвращение домой. Владимир Путин подписал договор о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Улучшение инвестиционного климата и помощь семьям участников специальной военной операции. Чеченскую республику посетила директор Агентства стратегических инициатив. О чем еще говорили? Республика входит в топ-20 лучших регионов России в инвестиционном рейтинге. Забота об экологии и укрепление энергетической независимости страны. В Курчалоевском районе построят крупнейшую в регионе солнечную электростанцию. Главное оружие верующего. Тысячи мусульман сделали дуа за чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Владимир Путин подписал договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Перед началом президент страны выступил с речью. Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. На церемонии подписания договоров присутствовал и глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он заявил, что для нас это хороший день. Для нас хороший день. Присоединяется к нам до несколько регионов по воле изъявления народа. Это радует, что мы победим. Здравствуйте, Россия. Чеченскую республику посетила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Свой визит она начала со встречи с главой региона Рамзаном Хаджи Кадыровым. Стороны обсудили инвестиционный потенциал республики и меры социальной поддержки семьям участников специальной военной операции. Подробнее расскажем в следующем материале. Свой визит в Чеченскую республику Светлана Чупшева начинает со встречи с Рамзаном Хаджи Кадыровым. Глава региона тепло приветствует гостей из Агентства стратегических инициатив. Начиная встречу, он выражает заинтересованность в дальнейшей совместной работе. Рад приветствовать Дон. Вы сказали, что у нас в городе Дон. Красиво Дон. Но нас Дон не устраивает, что мы находимся на 13-м месте Дон. Я сегодня разговариваю с членом правительства Дон и работником администрации. Я говорю, Дон, где у нас такая бюрократическая система, Дон? Почему, Дон, так у нас получилось? Я говорю, Дон, мы наоборот создаем, Дон, работаем с вашей организацией, Дон, и дальше хотим продолжить, чтобы реально, Дон, чтобы был доступ, чтобы люди, бизнес получали, Дон, максимально, Дон, так скажем, удовольствие от тех, кто тем занимается. На самом деле мы сами заинтересованы в этом. Спасибо, что вы приехали лично посмотреть и убедиться, чем мы занимаемся. Светлана Чупшева благодарит Рамзана Хаджи Кадырова за радушный прием. Она отмечает, что перед Агентством стратегических инициатив стоит задача помочь в развитии разных направлений, особенно бизнеса и социальной сферы. Также она подчеркивает, что агентство готово оказать качественное содействие в поддержке семей участников специальной военной операции на Украине. Рамзан Хаджи, спасибо вам большое за приглашение приехать в республику. Наша команда с огромным удовольствием сегодня тоже отработаем повестку, связанную с инвестициями, с развитием, поддержкой бизнеса в республике. Второй блок, ключевой, Рамзан Ахматович хотела тоже с вами обсудить, это меры социальной поддержки для семей военнослужащих, которые сегодня участвуют в специальной операции.
И сегодня тоже встречаемся вместе с членами правительства, с благотворительными фондами, с некоммерческими организациями, чтобы обсудить, какие программы Агентство стратегических инициатив может вместе с правительством Чеченской Республики развернуть и усилить здесь и медицинскую помощь, и социальную помощь, и помощь в трудоустройстве, и все, что связано с образованием для детей в этих семьях. Мы здесь готовы принять участие. Знаю, что ваш благотворительный фонд очень много делает для жителей, для семей, для военнослужащих. Мы здесь готовы, в том числе в рамках национальной социальной инициативы по поручению президента Российской Федерации, помогать в разных жизненных ситуациях. Чеченская Республика входит в топ-20 регионов России в инвестиционном рейтинге и занимает лидирующее место в СКФО по качеству жизни. Это итоги исследований, которые агентство проводит ежегодно. Если говорить о потенциале республики, Рамзан Ахматович, очень, конечно, высокие. И оценки, вы говорите, 13 место. Но на самом деле республика входит в топ-20 лучших регионов России в инвестиционном рейтинге и в рейтинге качества жизни. У нас два сегодня рейтинга, которые проводят мы также по поручению президента в регионах. Первый как раз оценивает инвестиционный климат, и оценки выставляют сами предприниматели и инвесторы, а второй основан на оценках жителей. И вот хочу сказать, что в СКФО Чеченская Республика занимает первое место. Вот, еще раз повторюсь, в Российской Федерации в топ-20 лучших регионов входят. Это 13 и 14 позиция. Глава региона заверил, что создание лучших условий жизни для населения и развитие региона во всех сферах – это основные задачи команды, сформированной первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи-Кадыровым. Мы каждым занимаемся, да, я вообще не знаю, да, даже другого региона, как мы да, занимаемся этими вопросами, потому что да, экономика, да, инвестиционный да, климат для нас да, это самое да, необходимое. Да, создавать условия для жизни да, в качестве образования, здравоохранения, в любом направлении. Да, это для нас не работа, это для нас жизнь, это для нас путь, который нам обозначил наш первый президент. Поэтому команда первого президента днем и ночью этим занимается. Поэтому мы максимально будем стараться изменить ситуацию в лучшую сторону. Спасибо, что вы есть, чтобы обозначить наши ошибки, недоработки. И мы будем над этим работать. Также Рамзан Хаджи-Кадыров рассказал гостям об участии региона в специальной военной операции на Украине. С самого начала чеченские бойцы на передовой героически отстаивают интересы России, а региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи-Кадырова оказывает регулярную помощь как мирному населению Донбасса, так и военнослужащим. Что касается помощи тем ребятам, которые сегодня участвуют, погибли, защищая нашу родину, получили разные степени ранений, мы всем помогаем, абсолютно у нас никаких проблем в этом нету, наоборот, даже в Луганске, Донецке, тоже в больницах, в разных учреждениях тоже занимаемся благотворительностью и закупаем медицинские оборудования и для детей особенно, и продукт питания, первая необходимость для школьной принадлежности, разные направления, участвует наш фонд и насчет мобилизации, насчет абсолютно участия СВО, у нас абсолютно в республике никаких проблем нет. У нас нет которые бегут из республики, которые отказываются от своих обязанностей. Каждый человек знает, что он должен любить свою родину, защищать свою родину. Председатель правительства региона Муслим Хучиев рассказал, что делает регион для привлечения инвестиций и как решаются имеющиеся недочеты. Действительно, есть динамика, у нас есть недоработки, есть некоторые рейтинговые показатели, которые просели. Это порядка 60 чем-то рейтинг, общий 67, по-моему, рейтингу. Из них 13 у нас просели, в том числе по присоединению. Сегодня как раз на ваше совещание хотел тоже обсудить эти вопросы.
И хорошо, что действительно Славик приехал именно воочию, увидел ситуацию, как мы, Рамзан Ахматович на самом деле на личном контроле держит ситуацию по созданию благоприятных условий для развития инвестиций, привлечения бизнеса. Бизнес защищен, гарантирован именно, в первую очередь, и Рамзан Ахматович Кадыров, и все эти барьеры, которые есть где-то как-то у нас очень в ручном режиме быстро все решается. В завершении встречи Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил Светлану Чупшеву за визит и вручил ей памятные подарки. Абдулла Батаев, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева провела встречу с коллегами из Чеченской Республики и представителями делового сообщества. Обсудили вопросы социального развития. Также она посетила коррекционную школу для детей с ограниченными возможностями. Посмотрела оборудование, оснащение, программы, которые реализуются здесь. Познакомилась с ребятами. Договорились, что с правительством республики тоже вместе с руководством школы проведем здесь в республике всероссийскую конференцию по инклюзивной школе. Хотим привести сюда тоже лучшие практики, лучшие организации, экспертов, специалистов. Позже гости приняли участие в совещании правительства Чеченской Республики. Муслим Хучиев отметил, что для развития различных отраслей в регионе необходимо использовать лучшие практики других субъектов, отобранные агентством стратегических инициатив. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание в правительстве. На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития региона и участия чеченских бойцов в специальной военной операции. Также глава республики выслушал доклады об итогах проведенных крупных мероприятиях и ходе подготовки к октябрьским праздникам. Подробнее расскажет наш корреспондент. С начала этого года в Чеченской Республике наблюдается рост основных показателей социально-экономического развития. Так, объем продукции сельского хозяйства вырос на 1,4%, а промышленное производство на 7,9%. Эти и другие цифры в своем докладе озвучил председатель правительства региона Муслим Хучиев. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 1,4% и составил 19,3 миллиарда рублей. Объем отгруженных товаров составил 85,6 миллиардов или более 115% по сравнению с прошлым годом. Объем промышленного производства вырос на 7,9% и составил 28,8 миллиарда рублей. Объем строительных работ составил 41 миллиардов или 130,8% по сравнению с прошлым годом. Ввод жилья увеличился 2,7 раза и составил 1 миллион 416 тысяч квадратных метров. А в прошлом году эта цифра составляла почти 530 тысяч. Количество зарегистрированных безработных на сегодняшний день уровень безработицы 8%. По нацпроектам госпрограммы в 2022 году в республике в рамках 18 госпрограмм реализуется 81 подпрограмма с общим объемом финансирования 131 миллиардов 118 миллионов рублей. Из них на реализацию нацпроектов 24 миллиарда 100 миллионов рублей. Кассовое исполнение средств в рамках проекта на сентябрь составляет 13,8 миллиарда рублей или почти 64%. Отдельно Муслим Хучиев рассказал о работе регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также хочу отдельно отметить, Рамзан Ахматович, работу фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, Далгаз Обалдольцин. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат Хаджи Кадыров с января по июль 2022 года оказал благотворительную помощь улучшению жилищных условий почти 237 семьям, 237 финансовая помощь на различные нужды более 170 тысяч человекам на общую сумму 4 миллиарда 303 миллиона рублей. Социально-гуманитарная помощь нашей республики была оказана более 422 тысяч человекам. Также фондом проводится работа по строительству, замене водопроводов, канализационных сетей, дорог, линий электропередачи, на которые в бюджете, республиканском бюджете не хватает денег. Также всесторонняя помощь оказывается, и об этом все говорят, жителям ДНР, ЛНР. Рамзан Ахматович, хочу поблагодарить Аймани Севенда и главу Чеченской Республики, вас лично, Рамзан Ахматович, за такую всестороннюю поддержку по всем социальным, экономическим сферам Чеченской Республики, куда рука и финансовые возможности бюджета республики не доходят. Как всегда, с момента создания фонда всегда приходит на выручку и правительству, и населению Чеченской Республики. Да, Дикансбеком был
дался Адоль. По реализации программы социальной дегазификации регион занимает первое место в стране. На сегодняшний день к 3050 домам уже подключен газ, рассказал Муслим Хучиев. Также стало известно, что Чеченская Республика находится на 13-м месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Рамзан Хаджи Кадыров поручил улучшить ситуацию. Данный вопрос серьезный вопрос, который мы не можем осилить. А так, то он дух, что он цигата. Вообще, он халва положит, выдача разрешения строительства, допустим. Да, подключение электричества, разные он дорого шумши, так, а вот это шумш, для бизнеса, для инвесторов, наоборот, вы вещь площадки, что он далуш, что он приглашает больше инвесторов, аж подивитесь, он юйоца бач, это хора, что вот сейчас заинтересованы, я вели, что это хора, шерой на вашу инвестиции, это что за ушки, видишь, это у пожелания, у претензий, у регистрации, В рамках встречи министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Муслим Зайпулаев передал Рамзану Хаджи Кадырову благодарственные письма от федерального центра. Разрешите выполнить великую, достойную миссию, наградить, передать вам награды за подписью вице-премьера правительства Российской Федерации Хуснуллина и за подписью министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Заслуги в области строительства жилищно-коммунального хозяйства, а также высокие результаты в онлайн-голосовании в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благодарность Кадырову Рамзану Ахматовичу. Он передает ее нас. В Грозном завершился 13-й фестиваль культуры и спорта народов Юга России. В общекомандном зачете первое место заняла Чеченская Республика. Об этих и других итогах фестиваля рассказал министр спорта региона Валид Идилов. Республика, фестиваль культуры и спорта народов Юга России, мероприятие, первый метик bok jogánból, de abért kerül, vagy móda járás, da jegyzénés, кратко доложить. Рамзан Ахматович. Фестиваль культуры и спорта народов Юга России проходил с 23 по 25 сентября в городе Грозном. Участвовало первое в истории фестиваля 17 регионов, в том числе Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и Абхазия. Около 1000 участников приняли участие в спортивных соревнованиях, спортсмены, тренеры, представители команд. По итогу фестиваля команда Чеченская Республика заняла первое место, выиграв в 10 из 12 видов. Также наши спортсмены установили рекорды фестиваля в 5 дисциплинах. Рамзан Ахматович, шабереги хабахкан, хайши береги баркал бош бар. Команда шайреги чодик кичембен кичнир дейл рейселон ومن سبورت أرخور سبورتسمن ترى هم بركل دي ريسل على ده ملاقاه يقدروا. В свою очередь, министр культуры региона Айшат Кадырова рассказала об итогах проведения Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». 4-й Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация» проходил традиционно в столице Чеченской Республики в городе Грозном с 11 по 19 сентября. В фестивальной афише этого года были представлены спектакли театров из Якутии, Северной Осетии, Алании, Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Дагестан, Мариэль и Чеченской Республики. За 8 дней были показаны 13 спектаклей. На 4-м фестивале «Федерация» прошла обширная культурно-образовательная программа, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи. Впервые была запланирована выездная программа. На один день участники фестиваля выехали в горы, где специально была возведена сцена и показан один из спектаклей. Благодаря фестивалю развивается дальнейшее сотрудничество национальных театров России и укрепляются связи между ними. На встрече уделили внимание и предстоящим в начале октября праздникам. О готовности региона к проведению мероприятий рассказал председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Уважаемый Рамзан Ахматович,
Как известно, запланировано, помимо других мероприятий, 8 больших мероприятий. Подготовка ко всем мероприятиям проходит в соответствии с утвержденным планом. Оргкомитетом были проинспектированы места проведения запланированных мероприятий. Инфраструктура соответствует уровню поставленных задач. Монтаж, реконструкции, декорации, установка тематических баннеров, технических приборов проходит по графику. Творческий и технический персонал к проведению мероприятия готов. Информационная поддержка проводится в соответствии с медийным планом. Все ответственные по мероприятиям постоянно находятся на связи, проблем с организацией нет. Уважаемый Рамзан Ахматович, поставленные вами задачи будут выполнены в срок и на высшем уровне. Ахмад Сила Аллаху. 5 октября городу Грозному исполняется 204 года. К этой дате приурочено 29 мероприятий, в числе которых концерты и открытие социально значимых объектов. Уважаемый Рамзан Ахматович, ко дню города Грозного мэрия запланировано к проведению 29 мероприятий, из которых 11 значимых. Открытые скульптуры, песочные часы на круговой развязке Грозный-Аргун. Многофункциональный комплекс «Минутка» по адресу имени Ахмата Хаджи Кадырова Далазу-Толдольцин. Открытие детского сада на 140 мест в Ахматовском районе в Грозном. Общественных территорий, благоустроенных в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда», таких как стадион «Нефтяник» в Исаитовском районе, общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Парка по улице Ленинградской в Шейх-Мансуровском районе, общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Сквер поселка имени Дени Шейха Арсанова в Байсамгуровском районе, общей площадью более 5000 квадратных метров. Сквер прилегающего гимназии номер 14 в Ахматовском районе, общей площадью территории более 8000 квадратных метров. Открытая отрезка улицы имени Вахи Алиева протяженностью более 3 километров. Уже по сложившейся традиции будет воссоздан этнографический комплекс, стилизованно под древний чеченский аул. Ежегодная военная патриотическая игра среди старшеклассников городов воинской славы под девизом «Наша сила в единстве». Торжественное мероприятие, посвященное Дню города Грозного во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Уважаемый Рамзан Ахматович, доклад закончен. На встрече глава республики затронул и тему проведения специальной военной операции, а также объявленной в стране частичной мобилизации. Рамзан Хаджи Кадыров призвал жителей региона делать дуа за чеченских военнослужащих, а также доверять только проверенным источникам информации. На территории Украины да, специальной операции военной да, участвует, да, он принимает ее, что он ночи яхуш 12 кенти будет, так воен магар да, по России да, частичной да, мобилизации величи да, воен гуштук да, России арбош полнах да, поедбуч да, яхуч да. В частности, Кавказ, горцы, воины, джигиты, бошболна, цудона, виддавана, шин повестан, кирдавана, jo shidaymak muwavalidon taganadona huqqaway hatsayach tiaawashna way hal khilbu staridon belloy veteransh olqoytadon da laslach buq yahil genti don shash do tigadon boshbul genti tigabolshudon shash muhdon irdon tsaavoshdon shavik twambawachdon respublikadon latto yeshudakdon tabol shaydneshdon way shadrigid daldizmachdon Erboli, Huldaston, Cigedám jelölőcsúlcsondon, Holcsabolcsnádon, de elmala, edvo alátoston, de zán üves mellől omálátos, hóra nasísidon, élen zadács südeszton, hitin zadács südeszton, a hol csürdünk vagáva ritnedon, belosbu cádon, hát emachton, vagy jódöl docidon, itt gézesen háhe, hondágyit, Üsdon, ha Makerdon, десятки тысячами елченадон, шайг и Европа и Запад цан водящ елчена, Цергердон, полностью дон,
tuolan bäcken ushomaka yüşçülük çülür ya da göçün da yakan dona parat dona ha mak parat bäcken deş på det vid det stan så det dona att det utbol sam eldiç düçol chanin sunadene ye hin hat kanal ho kanal jo har elle o kanal jo vaja elle boş sadi hadar nochi qom dona ve qom sido hum maril da arif yalla ve gençen da ذاك إيش ديله بيغر إيش موكش مارش دانا ديل طولم بيرقعش دايما وقت بيرزر دانا دايما وقت دانا إيش بيرزر دانا وي دانا ديله ديخر إبي وي تعبو شو مادرس موسو وش دولم دانا وي دانا شادق جدا обеспечить دينا شادق لا توشتو كدا دا قاعد يقدر استعداد. В завершении встречи глава региона поблагодарил руководителей ведомств за проделанную работу и пожелал удачи в реализации новых задач. Абдулла Батаев, Аслан Исаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Курчалоевском районе дали старт строительству новой солнечной электростанции. Она станет третьим подобным сооружением в республике и сможет обеспечить электричеством около 25 тысяч домов. Принять участие в закладке капсулы прибыл и Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Обо всем подробнее в следующем материале. Солнечная электростанция Курчалоевского района станет самой большой и мощной в регионе. Она сможет вырабатывать больше 35 миллионов киловатт-часов ежегодно. Принять участие в закладке капсулы с посланием к будущим поколениям прибыл и Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Да, мы собрались по хорошему поводу. Чистая энергетика, плюс поддержка города, района. Это путь, который обозначил наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Сегодня мы взаимодействуем со всеми компаниями, структурами, участвуем в разных проектах. И только что нам показали красивый парк, который в ближайшем будущем, я уверен, откроет тоже в Курчалоевском районе. Да, я хочу поблагодарить наших партнеров за то, что они так открыто работают с нами, поддерживают нас. А мы со своей стороны тоже постараемся делать все для того, чтобы нам было строить комфортно и дальше реализовать во благо нашего народа все проекты. Кроме чистой энергии, солнечная электростанция даст и рабочие места. На момент строительства будут задействованы до 100 рабочих, а в период эксплуатации постоянную работу получат 19 человек. Рамзан Ахматович, огромное спасибо за теплые слова и за поддержку, и доверие, которое вы выражаете инвестору. И также большое спасибо республиканским властям и руководству региона. В сегодняшней ситуации, по сути, мы с вами используем российские технологии, российские модули, развиваем российскую науку и поэтому помогаем таким образом быть энергетически, усиливать нашу энергетическую независимость. Огромное вам спасибо. В ходе мероприятия высшей наградой Чеченской Республики орденом Кадырова и благодарственным письмом правительства Российской Федерации наградили главу администрации Курчалоевского района Асламбека Ирасханова. Указом главы Чеченской Республики за исключительные заслуги перед Чеченской Республикой вклад в дело первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова награждается орденом Кадырова Ирасханов Асламбек Салманович, глава Курчалоевского района, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. После прочтения дуа под руководством кадди Курчалоевского района собравшиеся приступили к закладке памятной капсулы. После Наурской и Очхой-Мартановской солнечных электростанций Курчалоевская станет третьим по счету подобным сооружением в регионе. Строительство электростанции планируют завершить к 2024 году. Уже к этому времени электричеством будут снабжены около 25 тысяч домов. Мухаммад Жамалыла, Муса Даудов, Асан Исаев. Неделя. В
В Доме культуры Шатойского района провели встречу с населением с целью разъяснения необходимости проведения специальной военной операции. Тысячи чеченских бойцов достойно защищают народ Донбасса и всей России от чуждых идеологий фашизма и сатанизма, отметили собравшиеся. Hal iş düşün. İbeğersik akaç dağla, tıga ol etveslini sık kuattoy. Tık kamandu şu la, tık bu amilla ve la. Sabeş iş, her sabeşler diyla. Her boğuş, tam venti kuatın etveslini sık olş. Лирш düşün. Там, к примеру, Алацевич Демирханов, Адам, депутат Государственной Думы. Это большой чиновник там. Там чучуда она, сейчас деться ходыша, сейчас массуаша, сейчас вещи берешь, чучуда диги, чучу газот я, чучу там беш ушун, ищ вот там беш, Алаудина ушун, ищ замет ушун, массу сакоча ушун. Эксперты Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации совместно с руководством района напомнили собравшимся об истинных мотивах Запада по отношению к нашей стране. Рассказали и о том, какой большой вклад в противостоянии этим пагубным силам носят чеченские бойцы, участвующие в спецоперации на Украине. На самом деле, إذا هو دوزني حيش هو كارثة حيش وخشيته إتم قيلة شيلة مرتن في تركستي قيشنا حال وين جمعنا يوم مش موغ ميل تشخ كلو как быстро военные колонны передвигаются вين جمعنا سندلا يقوزي حاديا يدهلو يشول سيجا جمع دولشكنا دهلو يش أتخدروه. В зону проведения специальной военной операции отправился еще один батальон – Юг Ахмат. Сотни бойцов в полной боевой экипировке собрались в аэропорту Грозного. Проводить их прибыли чиновники и богословы республики. С напутственными словами к ним обратились муфти региона Сала Хаджи Межиев и известный богослов Адам Шахидов. Sheikh Kira Loyal, Shawashna Kirdalar Lardoil, Wezgil Washdala, Sheikh Ighetamas Gobin, Sheikh Ighetamas Taubina, Monschmash, Shans ended as Deutsch. Schon Erstal Schumann, Halkat Ashtadi as a Schumann, Dachel Lest Schweipacha Ramzan Hajuda al Schweilis, Hogazot Ner Kurta ala Choice, Hogazot Ner an Kurta Sadawies, Boklik Butsu Habachberg. بوسودناخ بوخ درك حق دلا أرسونا تان رسي بتشالكا إسلام دينا شازلا دين في سألنا بتشالكا قبل دين خلش قاش ميدرشونا تخن أسبس أبيراتها شيء بتشالك لريش شيء بتشالك قبل ديش دولش دولو بوسود دين لرديش شيء موحك لربيش أردولر تخن شو خدزل لا مدو يلشن أمة عليه الصلاة والسلام نحكي قامتون حلقوا الخلوش والبتشح شوقون خي ديل نوقع ناتو يشوت بتشالخشنا زابدا أمريكان شيء استورح دائما بوسب دين دوحل خلا بوسب دين سيسز بيش أريول خل يشوت بتشالخشنا شو تغن أردول خل دوش دول شو تغن شوخ أو دوجوخا مدو شاشة شو الله دال أتو بول شو دال عالش دويل بوخوشة عرمخكر بوسب ناخا تغن شنج أوغا دوعديش بوشونا. К бойцам также обратился председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Он напомнил, ради чего проводится спецоперация и чему чеченские бойцы, не жалея себя, противостоят. عيلا استيغل برشق عيلا برشق استيغل بوش يغلق اتسي غلدوز نسي عدل نال دبدا يدول ورسيا درش ورسيا دوق دا دوي قولو قام دوي ورسيا ورسي تترش تعبولش قولو دا دي وقري دوق اما نوخشي دو وي قام وي عدد وي غلق وي دل ورديش دل لوغا وباتش عن متعدوش أردول كنتي دوشو الله ديل رزق اليوشون.
Также в зону проведения специальной военной операции отправились добровольцы, которые прошли обучение в Российском университете спецназа. С напутственными словами к воинам обратились председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, муфтий Салах Хаджи Межиев и советник главы региона Адам Шахидов. Они отметили высокую значимость участия в спецоперации и пожелали скорейшего возвращения и победы на этом трудном, опасном пути. Главное оружие верующего – это дуа. Поэтому в республике за чеченских бойцов молятся каждый день. Тысячи людей со всех частей региона собрались в центральной мечети сердца Чечни имени Ахмата Хаджи Кадырова. Совершив тахаджуд намаз, они попросили у Всевышнего даровать воинам победу и уберечь их от всего плохого. А известный богослов Адам Шахидов призвал мусульман читать больше салаватов в этот месяц, в котором родился лучший из людей – пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего. بصبناخه حابحكنا خز ديلي توبة دين ديلي حستالوشة ديلي دوعنش ديشة اشتا ويقام بيمر أمة عليه الصلاة والسلام سنقت مهبالخة لردر حلق دا قرد ويخوش قستنا أوكراين شحراحة وديل دينا موسقشنا أقا أمريك بتشعلق ناتو بتشعلقينش زابد وين مخار دائما بصمنا حيز وش حياكن خلوش بتشعلقين شو إيش أوكرين وتشحرق بحنا أدينا هر يقلش رسي بتشعلق يوها إيه أو ما رسي بتشعلق عبيخش إيه التعملوا عن جرق بصم دعبو دال مولا الله دال هر بتشعلق إيشوريات إيشي أقا إسلام دين شاشة أرس حقش سنة أو بتشعلق دع دير دره ونداش سارة شوية كتشين يشل بيوخل دنيا شاشش يرجش يشل بيوخليو الله داله شيقية تمسه أخبار شاقو ماك بيوخله حقه شتوريات ديل نوقع اشتحيوك شغل باش باوي وجري ديل دو عش بيخه بيوخشه تخنا إزر نشكا قول بيل وي وجري وي يجريبو دال مغلاحة الله داله دوان جوب بالردو وي ماكي ديخه درويه تاقا سنغة تمغي غبالة صلوات ديل الوسن ديل يلجن عليه الصلاة والسلام دعي شما داس العلمنا دال شيكو يوش قوبل يشول عمليو بايمرنا عليه الصلاة والسلام ديل شغل داش دول صلوات هرت ابين سيلا بوش بالربيع الأول بوتبو نسخة شربار مع شي هس مشكح هور هس مع تحزي شيتنا وي محكن دير وي أمة دير ألا بايمر خيستاش مول دي شي ترساج أو ديخر دوية تاقا هور لا مدش صعب عدلنا لخربان معدينا بخبع صلوات دلوشه صلوات عمل يرسدي هردوية الله دال شيقية مستاقة وين تبا كيش بالبال بالاحدال إبالة ضعي بالبر وين قش بوش بولو سنقت مش الله دال ضاعي بالبر قش بيك قش بوش يسخل وجه الله دال ويقوم شاريز وقت نيقطعها برج أغا بويلا دال تأها بركتويلا ويجري الله دال تولا بويلا могуш мярше беркте хил бош болчу толам царин далца берз бойлах дал да берктуэлвой. В Саудовской Аравии разработан специальный сайт для более легкого ориентирования паломника во время совершения хаджа. А гражданин Киргизии стал победителем на международном конкурсе чтецов Корана. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Исламофобия в английском Манчестере. Возле местной мечети собралась толпа неизвестных. Проявляя агрессию, они разрисовали стены храма неприемлемым граффити. Мусульманское сообщество обеспокоено произошедшим. Для защиты культовых сооружений местная полиция усилила патрулирование возле них. Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии запустило для паломников специальный сайт. Он послужит хорошим помощником в планировании поездки. На портале имеются интерактивные карты расписания акций и мероприятий. Информация о правах верующих на услуги медпомощи в королевстве. В дальнейшем платформу планируют дополнить цифровым руководством по всем обязательным процедурам на территории священной земли. Гражданин Киргизии Мухаммад Дали Умаров победил на международном конкурсе чтецов Корана. Он проходил в Саудовской Аравии. Об этом сообщило Духовное управление королевства. Денежный приз составил 250 тысяч реалов. В Индии произошел беспрецедентный случай. Местную мечеть посетил глава ультраправого националистического индуистского движения Мохан Бхагват. Представители СМИ страны называют данный поход знаковым событием. Стоит отметить, что сама организация считается крупнейшей неправительственной в мире. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале.
Работники детских садов отметили профессиональный праздник. В России он приходится на 27 сентября. Руководство республики уделяет особое внимание развитию системы дошкольного образования. Ремонтируются действующие детские сады, открываются новые учреждения. Для детей и воспитателей созданы все условия. Подробнее о работе воспитателей расскажет Диана Хармуш. Самым главным этапом в жизни детей является дошкольный возраст. Именно в этот период происходит формирование личности. Воспитатели закладывают основы нравственности и жизненных устоев. Так, ежегодно 27 сентября воспитатели по всей стране принимают поздравления. В детском саду Роза Балалова работает уже 8 лет. Каждое утро она встречает своих воспитанников с улыбкой. Чтобы стать хорошим воспитателем, нужно очень любить детей и свою работу, делится Роза. Мое мнение, воспитатель должен быть добрым. Понимать внутреннее состояние ребенка, это очень важно. Понимать, принимать и любить детей, это естественно, в первую очередь. После завтрака наступает время занятий, и Роза обучает своих воспитанников чтению, математике и рисованию, выполняет с детьми физические упражнения. Физминутки снимают утомление, повышают интерес к обучению, говорит Роза. Ручки кверху все подняли. Ветер тихо, клен качает, вправо, влево наклоняет. После небольшой разминки Роза ведет детей на обед. Она обучает их правилам поведения за столом и показывает, как пользоваться столовыми приборами. Не крошите хлеб, ложку держим правой рукой, левой ручкой помогаем. И когда я ем, я глух и нем. Приятного аппетита! Быть воспитателем непросто, на них лежит большая ответственность за здоровье и жизнь детей. Для работы в детском саду важны не только профессиональные качества, но и личные. Воспитатель должен хорошо ладить с детьми, быть терпеливым и понимающим. Роза замечательный педагог, сильнейший специалист, очень хорошо знает свою работу. Родители, конечно, очень довольны тем, что их дети посещают именно ее группу и что у них такой прекрасный педагог. Для воспитанников детского сада Роза Балалова уже стала жизненным ориентиром. Они подготовились и поздравили ее с профессиональным праздником Днем воспитателя. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. В Музее Чеченской Республики прошла выставка из серии «Возрожденные полотна». 10 картин мастеров 19-20 веков, которые были повреждены в период военных действий в регионе, отреставрированы. Над их восстановлением трудились члены Союза реставраторов России, а их возвращение на родину стало возможным благодаря министру культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой. Подробнее в сюжете Седы Хасиевой. Эти картины написаны мастерами 19-20 веков, однако в период военных действий в регионе были сильно повреждены, а некоторые их фрагменты и вовсе утрачены. Речь идет о 10 произведениях живописи, которые были найдены и восстановлены. Именно их теперь можно посмотреть на выставке «Возрожденные полотна» в Музее Чеченской Республики. Я принимал активное участие при формировании для реставрации, которые отвозились с работы в Москву. Сам посещал, где реставрируют наши произведения. Но потом мне что-то работа застыла, и я хочу поблагодарить Айшат Рамзановну, которая ускорила эту работу, и начали все работы. Я надеюсь, что в ближайшее время все работы будут возвращены. Члены Союза реставраторов России долго трудились над восстановлением картин, и их труд не остался без должного внимания, особенно в Чеченской Республике. Ведь среди возвращенных полотен есть работы чеченских художников Вахита Умарсултанова и Шамиля Шамурзаева. Их возврат на родину стал возможен благодаря помощи министра культуры региона Айшат Кадыровой. Это очень значимое событие для нашей республики. Благодаря министру культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановне, при ее непосредственном участии и постоянной поддержке сегодня вернулись 10 шедевров, пострадавших в годы войны, в родные стены музея. На открытие нашего музея вернулось 8 картин, и в ближайшие годы по мере реставрации будут возвращаться еще другие картины.
Музей постепенно пополняется возрожденными полотнами, среди которых есть портреты, пейзажи и даже жанровые сцены мастеров прошлого. Посетители могут свободно увидеть эти произведения. К каждой картине прилагается аннотация, в ней коротко рассказывается о произведении, а также можно узнать о процессе реставрации. Так, например, эта картина поступила со многочисленными повреждениями, однако все ее фрагменты были восстановлены. О всех сложностях, с которыми сталкивается в процессе работы реставратор, рассказывает искусствовед Милана Хачукаева. Например, вот в работе над этим полотном сложность была такова, что голубое небо нужно было восстановить. А дело в том, что именно пигменты красок голубого цвета, синего спектра, берлинская лазурь и другие, они имеют свойство менять цвет. То есть даже когда работа над реставрацией завершена, реставратор на протяжении нескольких дней, даже месяцев наблюдает за химической реакцией, которая происходит в картине. То есть краски, они могут светлеть, темнеть. То есть реставратор их корректирует по мере наблюдений. Экспозиция музея будет периодически обновляться по мере возвращения картин в Грозный. Этим событиям будут посвящены выставки и лекционные программы, обещают работники музея. Седа Хасиева, Мальки Мурзаев, Аслан Висхаев. Неделя. В мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова состоялось открытие ежегодной военно-патриотической игры «Наша сила в единстве». Она проходит в регионе в 4-й раз. На торжественной церемонии присутствовали представители власти, общественных организаций и члены участвующих команд. Помощник главы региона Ахмат Кадыров поприветствовал всех участников соревнований и пожелал им удачи в предстоящих играх. Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Я с большим удовольствием принимаю участие в открытии военно-патриотической игры Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве», которая проводится уже 4-й раз в нашей республике. Сегодня здесь собрались мои сверстники из 15 городов России, чтобы показать хорошую подготовленность, единство, сплоченность и волю к победе. Подобные игры укрепляют здоровье, прививают навыки начальной военной подготовки. Я близко знаком с этим, так как уже проводил вместе со своими дорогими братьями углубленную военную подготовку на базе Российского университета спецназа. Сегодня благодаря главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, в республике созданы все условия для того, чтобы мы, юное поколение республики, могли проявить весь свой потенциал. Желаю всем участникам дальнейших успехов, удачи и благополучия. Я очень рад видеть вас в Грозном. Уверен, что эта поездка останется в ваших сердцах надолго. Ахмат сила, Аллаху Акбар. После выступлений состоялось возложение цветов к обелиску памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Сами игры будут проходить на базе Российского университета спецназа в Гудурмесе. В них примут участие команды старшеклассников из 15 городов воинской славы. Мы все 3 года занимаем 2-е место. У нас настрой все-таки вырвать, так сказать, зубами эту победу. Но все эти 3 года что-то не получается и не хватает какого-то напора, чтобы обыграть. Но в этом году мы еще раз приехали, чтобы попытаться выиграть. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!